красота, а? Романтика. Демпфер уладился. Полностью открыл капот. Утепляйку с радиатора снял, пенофол. Посмотрим, как я буду подниматься по перевалам. О, и крышку потерял от бака. От правого. Вообще, суета. Ладно, я переключаюсь. Говорите правду, как есть. Не осада, но сахара не надо. Не надо по блебу бросать. Водичка. Не глубоко, но неприятно. Первая, бля, вылетает еще. А вон сама дорога. То бишь, тут вообще бы воды море было бы. Вот проехали буквально машины, уже все. Вот. Уже замерзло. Без этого никуда. Сейчас доеду до Уснеры, буду. До Уснеры доеду, буду сушить колодки газовой горелкой. А то так сушишь, ничего не помогает. Ладно, вырубаю. Чайками Магадан. Магадан. значит опять Доехал до Уснеры. в этот Ой. волшебный Сейчас сон. буду заниматься ремонтом. Хочу попробовать. Подогнали такую камеру. Я эту по-свойски замотал. Хочу поменять. И поменять. Колодки подвести. Открыть радиатор печки, чтобы обдувало больше. Чтобы не грелся. Карданы подкручу. Болезнь у меня. Откручиваются. Так, ну вроде все. Решил немножко снять. Скользко вообще от таз. Просто мрак. Как они тут летают, бензовозы, я вообще не понимаю. И отдай ее на моря. Андрей сидит дома, а не делает рейсы, делает КамАЗы. Ладно, поехал. Вот так я в общем соединил. Горячее. То бишь здесь у меня идет, вот шланг выходит на подачу, а той стороны на помпу на колено. Вот шланг сделал. Не было ни у кого шлангов. Китайские шланги, блядь. Такую херню стали делать. Вот тоже. Шланг компрессора новый. Ёпта. Все. Держит давление. Ну что, вот он.
КамАЗ. Блять, сломал же он. Спойлер. Спойлер сломал. Фильтр вот этот поменял. Прокладку выдавливал на нем. На Белой горе нашел. А так что еще? Резина, конечно, все уже. Монорейс еще по... А, все уже, смотри. Надо менять перед. Срочно. Вон масло бежит. Это вот последствия того, сальник коленвала, что на морозе много раз запускал, хоть я и прогревал его пушкой. Вот все равно. О, блядь, где-то будку подрал, что ли. Вот это еще живое последнее колесо, которое тут стояло, мишленовское. Гудьер. Ну, оно еще хорошее. Это мне дали. Тоже хорошее. И там два таких хороших колеса. Поменял ленты, покрасил, кстати, вот раму, закрылки, поворотки поставил. Воздухан, конечно, потерял. Вон ящики у меня, трубу вверх сделал по-людски. Ну, а это у меня запаска печально сделанная. Еду до Хандыги, забыл снять в теплом ключе, что было. Ну, в принципе, там ничего не было, много техники стоит дорожной. Везут куда-то К-700, вахтовки такого типажа. Вот. Пообедал я, рассольничка хряпнул с блинами, с творогом, поздравил женщин с 8 марта в магазине. Вот. Температура у меня не видно, ну так, более-менее стала 90-95. Все-таки помогло то, что я вывел шланг от будки вперед. Давление КПК нормально. Сейчас хочу спидометр сделать, попробовать подсоединить. На 4-й потихоньку, дорога скользкая, передок надо менять. Он, конечно, еще походит, но лучше что-нибудь пободрее поставить. Иду я 430 километр, где-то 300, наверное, осталось. Ой, 330 до Хандыги. Там хочу закрыть печку, а может не буду закрывать, вроде тепло. Да, подключу спидометр, посмотрю, что у меня там по тосолу под машиной. Может получится, сниму что-то. Ладненько, вырубаюсь до Хандыги. Ну что, приехал я до Алдана. Тут и буду, наверное, заканчивать. 9 утра, 5 Андрей. Проспал. В принципе, оно так и надо. Посылки сейчас раздавать. Воздух опять улетел куда-то. Куда-то непонятно. Ой, приколы тут были. Остановили Хандыги. Еду я вот на той стороне дороги стоят гаишники. Ну, я проехал. А они за мной. Я проехал. Они за мной. Приехали. Сзади меня едут, остановили для нефтебазы. А когда ехал, рядом Калдина стояла. Она как газанула резко. Гаишник полетает, естественно, ее стопорит. Там
Оттуда как вылетает все под шофе, естественно. Давай на гаишников гнать. Один со мной разбирается. Типа, вот там рыбу без справок везете, посылки там, с администрацией. Это первый раз, короче, слышу. Но по факту до фонарей докопались, я согласен. Потому что мне фонари не горят. Задний один я разбил в наледи, второй что-то замкнуло или что. Короче, не горят. Я сделал фонари себе, лайфхак, два фонарика привязал от сломанного фонаря, разбил стеклышки красные, наклеил изолентой и поставил. Нормально горит. Огни есть. И пока со мной разбирались, ну, естественно, та компания «Давай гнать на гаишника», все это происходит, и в один момент появляется мужик и давай предлагать телефон Samsung Galaxy S9. Сначала мне предлагают, я говорю, не надо, у меня уже свой есть, телефон мне не надо. Он давай к этим гаишникам подходить в этой заварухе. Те, естественно, его принимают, откуда телефон, кто такой. Вот надо похмелиться, его фоткают, телефон фоткают, он напоследок. Я ему говорю, иди, мужик, где-то. Пока тебя не приняли, говорю. Подходит гаишник и говорит, дай мне 200 рублей. А он говорит, дай мне 200 рублей, и ты меня не увидишь. Гаишник ему говорит, сейчас я тебя посажу на 15 суток, и мы тебя точно не увидим. Там как давай все рожайте. И мужики, которые на колдине. Вообще история, я стою, я думаю, все на одном пятачке, столько страстей в Хандыге. Это только может быть у нас в России такое. Вот, ну темпер хоть стабилизировался. Ой, хочу, кстати, переделать. У меня вот здесь электродом торчит, кто в курсе, электродом закрываю. Хочу переделать на лапку с резинкой. Очень классная вещь, говорят. Вот. Ну что я, наверное, буду ехать. Хочу на Алдане закончить. Такое было наше путешествие. Забирали мы КамАЗ, доставляем домой. Что я хочу пожелать всем, кто в пути, всем, кто связан с работой на дороге, обязательно на дороге, может и в другом виде транспорта. Удачи, побольше сил и терпения. Все. Всем пока. И как раз под мои любимые песни завершаем. На Алдане наше путешествие. Надеюсь, еще увидимся. Там, кстати, япошки отдыхают. Ой. Ладно, все. Покедова. Он покатится